Так, Сосногорск налево, прямо Троицко-Печорск. Едем в Якшу. Арт-фестиваль Сена, 150 метров. Ну, это же летом проходит, просто не убрали, наверное. Не знаю. Такая дорога была до Якши, да? Ну да. Хотя бы так. Ну туда еще Сидюрские скалы. Что там еще? Удачи начинается вот здесь. Вот сюда у нее, да. Вот тут у них. И там еще, по-моему, заезд еще есть. Сухо так. Все, это мы повернули на Сидью. Он так резко идет поворот, мы даже не успели сообразить, потому что идет вывеска Сидью. Ты на угор взлетаешь, и сразу ты должен повернуть направо. Еле тормозились. Да, нам напоминает это среднюю полосу, потому что вот эти березы, ну они такие уже довольно взрослые, потому что мох. Не тополи? Слушай, нет, вот это береза. Береза, она просто какая-то старая. Мох там уже зеленый. Сюда, да, или дальше? Дальше. Там же должен быть такой ангар огромный. Точно. Сюда? Нет. А где ангар? Ты думаешь, разобрали, что ли? Нет, дальше. Это просто какая-то сухая дорога. Здесь у нас все время идут и слева, и справа сенокосные поля, потому что здесь в Сидью у нас же производство молока, ферма. Вот, очень вкусное сидюское молоко, молочная вообще вся продукция, и поэтому здесь у нас уже кусочек средней полосы напоминает. Ну, скорее всего, это вырубленные поля искусственные для того, чтобы выращивать, потому что везде лес. Вот эти березки вдоль, это что же искусственно посаженное. Так, вот он ангар, да, вот он ангар. Сейчас мы посмотрим. Это у нас на Сидюские скалы поворот. Блин, нет. Не, это уже полно. Не хочешь? Ну так-то... Я на машине туда не заеду. Не, на машине не заедешь, ее так не поставить, да? Ну да, для нового такого. Да не, рановатенько. Там типа... Да, машину поставить некуда, поэтому пешком, возможно, там и можно пройти. Нет, это провалишься. О, а если туда куда-нибудь нет? Нет, там Ты никак. провалишься, пешком просто пойдешь, снег же мягкий сейчас. Поэтому до Сидюских скал пока, может быть, дойти-то и дойти, но машину некуда пока припарковать. Навряд ли дойдешь. Так, это вот у нас Сидью. Сколько это мы проехали? 27 километров. Подъезда. Да, от подъезда. О, тут температура упала, потому что к реке подъехали 8,5, потому что у нас вот пока все ехали, всю дорогу было плюс 10. Техника, сельхоз. А вот у нас только вывеска Сидью. Сидью. Не-а-ель. Подожди, а где Нижма-то? Ой, Нижма, Сидью, речка. А, там слева она была, да? Ручеек, да, пока. Так, дорога одна налево идет, вторая идет направо. А мы, кстати, туда ездили. Налево мы ехали, да, тогда. Теперь везде Нижма. Ух ты, какие у них из блока трехэтажные дома. Слушай, мы тут никогда в жизни не ездили. Центральная 9. Да, тут надо ехать аккуратненько. Тут уже кирпичные. Там кирпичные. Из блоков. Ничего себе, я нигде не видела. У нас, кстати, в Ухте нету домов из блоков. Много такой многоэтажный. Ой, там барак. Да, думаю, здесь такая местность.
назад ехать. Да не, давай до конца доедем, посмотришь, что сидю. Или как мы на Ярику, да, тогда приехали, чтобы на ЖД вокзал попасть, на Ярикский, там же просто по пустыне, да, едешь? Ну, не как по Да. пустыне, а дачному комплексу. Ну, тут уж явно, наверное, никто не живет. Да, Центральная 22. Книги. Все забито. Центральная 26. Из панелек уже. То что, лестница была, интересно, что за два таких? А нет, и тут тоже непонятно, что это такое. Где трубы? Ну все. Ну давай дальше. Куда дальше? Ну там развернешься, может. Да, нет. Ой, какой домик интересный, он частный дом. Ой, они все в зеленой краске, а какой брус толстый. Так, и с той стороны тоже панельный дом, точно такой же. Вот такие домики, есть такой брус, посмотри, какой шикарный брус. Центральная 20. Сейчас прокатимся в другую сторону. Ух ты, а там тоже какие дома интересные. Сбербанк. Это школа, скорее всего, аптека сбоку. Похоже на школу или на ДК что-то. Что-то даже вывески нету. Мелкая там при входе какая-то таблица. Вывеска и все. Так, ну вот Сидью. она. Сидью. Кстати, во льду. А вон маленькая там полосочка, половинка растаяла. И все. А вот эта лодочка. Такая. А мы, кстати, вот до сюда как-то доезжали. Да, да, на этой лодке сидели. Давай сюда где-нибудь припаркуйся, попробуй. Дойдем, постоим. Парковаться-то нигде, да? Господи. Аккуратно надо. Всем привет! Мы с вами находимся на реке Сидью. Вот она у нас еще полностью ото льда не открылась. Так вот она идет туда, поворачивает и потом туда идет, вот туда. Там вот находятся Сидьюские скалы, которые много-много миллионов лет. Они очень высокие, как такие столбы стоят. Вот, мы хотели туда сейчас проехать, но пройти, может быть, пешком пройти, но машину там негде поставить. Ой. Вот, поэтому доехали до самого Сидью. Господи. Прилетели птички. Вот.
Опа. Так-то в Крыму мы создали. Поезжаем. Вот вон король, и он там. А, да, вот они. Но там уже знак вдалеке видно, да, что поворот. Ага. Ухта налево, Троицко-Печорск направо. 155. Какая дорожка у нас идет на Троицко-Печорск? Немножко прокатимся чуть-чуть. Да, посмотрим. Почувствуем, как это. Что тут люди стоят? Все боятся ехать дальше. Остановка. Ну это еще нормальная дорога, крепкая. Ну не, по такой, конечно, ехать 150 километров. Это... Нет, ну до Троицко-Печорска 150, а там же, помнишь, а потом асфальт пойдет. Не, ну понятно, что такое грунтовка, не Да. 150, там, Да, да, да. Войвож там асфальт кусочек будет до Да. поселка. Мы тогда ездили с Вовой там, то есть дорога она разная, есть вообще широченный асфальт, да? Ну да. Это Войвож. Войвож. Короче, разные дороги. Но мы ездили в марте, поэтому... Ну зимой лучше, конечно, зимой. Да, как у бы. нас была такая более гладкая, еще вся в снегу. То есть сильного не видно было таких ям или еще что-то. То есть у нас была чистая, замороженная, снежная мартовская дорога. А сейчас у нас апрель. Да, вот выйдем 40 км в час. Я вот больше, быстрее не хочу ехать. Даже меньше. Вот То есть если вот, 32. по такой дороге ехать, это, конечно, сейчас приедем эту арку, развернемся. Вот смотри, удивительно как. Обочины какие относительно чистые, да? Чуть-чуть серенькая, а все белое. То есть у нас вообще черная обочина. Или доехать там речки, наверное. Ну давай доедем. Ух, А он местный кофе. ну да, там такой обрыв видно, да? В низинку. Да, там речка. Сейчас мы там. А тут эти блоки справа, чтобы никто не заезжал. Положено. Ну вот даже предупреждение. Уклон 6%, не больше 80 скорость. Как это? Уже 19 скинули. Ой, там уже не больше 60. Даже если захочешь, столько ты тут не будешь мчаться. Ой, там домики. А, тут дачи пошли, что ли? Дачный массив. А, так это деревня, слушай. Изюр. Изюр, Мы уже, да? мы уже до новой деревни Может, доехали. другой деревня. Изюр. И какая река? Ижма? Ижма. Да, тут Ижма. Или Изюр. Сидью. А, Сидью какая Ижма? Сидью. Сидью. Это вся та же У тебя Сидью. тоже все время Ижма теперь, да? Мы привыкли все по Ижме ездим. Ладно, за мостом развернемся. А посмотрим на Сидью здесь. Да.
Ее. Слушай, она вообще в низине, а если река вот эта поднимется, это же все дома будут в воде. Ну, судя по крышам, там есть нормальные домики. Ну, и как дачи используют. Да, красивые, кстати. О, тут река открыта. Вон вообще на берегу дом. Где? Ничего себе. Тут уже открыто. Ух ты! Это кто, рыбаки у нас? Наверное. А мы можем перед ними встать? Или не надо? А зачем? Ну ладно. Не, кстати, для чего? Ты хочешь куда-то идти, что ли? Ой, мне тут напоминает на лыжную базу, как заезжаешь. Как будто вот там должен быть поворот, да? Сейчас вернемся. До Ситью опять доехали. Говядина, крольчатина. Написан телефон на дереве. Ух, люди, наверное, когда сюда уже заезжают, говорят: господи, цивилизация. Ага. Так я когда в командировку ездил на Вуктыл в 23-м году, там же на Вуктыле плиты, ну, асфальта мало, в основном плиты, и грунтовка до парома, да. В Вукту заезжаешь, едешь по городу, шло как классно, как плавно. Да. Ой, эти все тут стоят. Слушай, у меня такое ощущение, что они там на шашлыки приехали. У них там, мне кажется, был этот мешок с углями. Вместе все нашли. Видимо, самое лучшее. Ой. Спортсмен. Еще один. Вы думаете, мы поехали домой? Нет. Мы едем дальше в Сосногорск. Доедем до своего карьера, где на 9 мая обычно все жарят шашлык. Посмотрим, как там снег, растаял, не растаял, можно ли там проехать.